Здравствуйте! Приветствуем вас на главной телепередаче Башкир Челябинской области «Уралым». Хайырлы сағатта, хөрмәтле милләттәшләр, һеҙҙе Силәбе башҡорттарының үткәнен, бөгөнгөһөн һәм киләсәген сағылдырған «Уралым» тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Һаумыһығыҙ! Студенты из Челябинской области посетили Уфу. Южноуральские школьники получили учебники по башкирскому языку. Спектакль «Зулейха открывает глаза» покажут в Челябинске. В Башкортостане прошел первый студенческий форум «Дома». Челябинскую область представили активисты Башкирского студенческого объединения. Мероприятие направлено на привлечение молодых специалистов к работе в родной республике. Десятки учреждений от образовательных до медицинских подготовили стенды, чтобы привлечь студентов к той или иной организации и предложить варианты трудоустройства. Ходила на лайфхаки карьерного проектирования. Мне очень понравилось. Там рассказывали про саморазвитие, про то, сколько времени мы отдаем гаджетам и что нужно это время сокращать, чтобы цифрового деградирования не было. Башкортостан гордится своими студентами. Если даже молодежь обучается за ее пределами, республика всегда ждет их обратно домой. О том, какие перспективы ждут вернувшихся на родину выпускников, рассказали представители правительства республики. Вы нам нужны для развития нашей экономики, для развития нашей республики. Да и в целом это наша родина. Я сам тоже пожил вообще-то 10 лет отдал для того, чтобы послужить стране, но вернулся домой. Дома мы нужны. Ждем вас. Насыщенная программа форума включила в себя множество интерактивных площадок. Проводились лекции, мастер-классы, участники получили полезные лайфхаки для построения удачной карьеры. Специалисты разных направлений рассказали студентам, как найти работу, успешно пройти собеседование, показать себя и получить удовольствие от своей профессии. Кроме того, спикеры поделились советами по организации собственного бизнеса, проектированию успешных идей и развитию сельского предпринимательства. Мы знаем, какие специалисты есть во всем федеральном округе в дальнейшем. Сейчас мы внедряем проект в Челябинской области, а будет он внедрен на территории федерального округа. И мы бы хотели какую-нибудь меру поддержки. У нас там и представитель активный, и представительство. Я сам, кстати, несколько лет в свое время был представителем Магнитогорской республики Башкортостан. Поэтому знаю не понаслышке, как там развивается. Хотел сказать, что мы с удовольствием готовы вас поддержать, и в том числе и в этом проекте, о котором вы говорите, но и не только. Поэтому приезжайте, будем с вами работать. Завершающим этапом фестиваля стал интеллектуальный квиз, в котором делегации разделились на команды и проверили свои знания. Игра включала в себя несколько этапов. Ребята разгадывали ребус, угадывали песни, составляли слова. Челябинцы посетили форум под руководством председателя Ассоциации студентов из республики при постпредстве Башкортостана в Челябинской области Александра Галиуллина. В Челябинске прошел семейный фестиваль «Бизнес-базар». Гости познакомились с продукцией местных производителей. Организаторами фестиваля выступила территория бизнеса совместно с гастрономическим центром «Грюнвальд». 400 человек смогли попробовать около 1000 наименований продукции 80 южноуральских предпринимателей. Привлечь людей к моему продукту и сказать, что жить здоровым – это здорово. Я учу людей быть здоровыми в любом возрасте. Я рассказываю, как нужно питаться, вообще что нужно делать, потому что это именно образ жизни. Как отмечают участники фестиваля, в основном они реализуют свой товар через интернет, ведь многие из них представляют уникальные товары. Они экологичны, необычны и сделаны с любовью, добавляют предприниматели. А формат бизнес-базара позволил им познакомиться со своим покупателем, узнать его потребность. Территория бизнеса – это точка входа для тех, кто хочет заниматься бизнесом, либо уже занимается. Мы готовы абсолютно бесплатно консультировать, обучать и помогать с избытом продукции. Вот это мероприятие, оно как раз и направлено на то, чтобы наши предприниматели сбыли свою продукцию, и сегодня здесь не одна тонна продукции уедет. Среди товаропроизводителей были и давние друзья Уралым. Прихожанка Красной мечети Альфия Ханым занимается продукцией для здорового образа жизни. Магнитогорские предприниматели выставили чаи. В рамках фестиваля прошли и бизнес-встречи. Представитель Башкортостана в Челябинской области Амур Хабибулин рассказал предпринимателям о возможности сотрудничества с республикой. Компания «Кладовочка Бурундука», которая занимается производством чаев, варенья, заинтересовались предложением постпредства. В планах у южноуральских бизнесменов изготовление продукции на основе сырья из Башкортостана. Здесь шары укладываются на конструкции. Нужно, чтобы ни шар не упал, ни конструкция не разрушилась. У кого падение происходит, тут выбывает из игры. Тем самым появляется один победитель.
2-4 человека. Кроме продуктов питания, на ярмарке также можно было приобрести игрушки, натуральную косметику, одежду и обувь ручной работы. Организаторы продумали и досуг. Желающие покатались на собачьих упряжках, посетили различные мастер-классы. Комплекс расположен в районе поселка Северный, работает каждый день с 10 утра до 7 вечера. Аренда и реализация натуральных продуктов питания. Перед покупкой продукцию можно продегустировать. Юбилей Чебаркульского района отметили с королевским размахом. Это и неудивительно. На протяжении 10 лет муниципалитет возглавляет Александр Король. Жители отмечают королевский подход Александра Михайловича ко многим вопросам. В районе с большим уважением относятся к ветеранам войны, тыла и труда. Церемония празднования 85-летия Чебаркульского района началась с чествования почетных сельчан. У нас 8% от всего населения Башкир, где-то более 3000 человек. У нас работает Курултай Башкир Чебаркульского района и городского округа Чебаркульского. Вот. Возглавляет Курултай у нас Шарапов Дамир Гильжидинович. Вот. Очень активный, очень такой сильный организатор. Ну, я считаю, что мы все делаем для того, чтобы у нас башкиры себя чувствовали комфортно, уютно. Юбилей района отметили в киноцентре имени Герасимова. Комплекс находится в поселке Кундравы. Всемирно известный кинорежиссер является уроженцем Кундравы и никогда не забывал малую родину. По сей день поклонники его творчества навещают родное село режиссера, делятся ценными экспонатами, которые были задействованы в съемках. Всем рассказывал, что он родом с Заимки, что он родом с Глухомани, рассказывал о наших прекрасных местах и приезжал при удобном случае. И вот эти два фильма «Журналист» и «Озеро» он снимал здесь, на Урале. Поздравить чебаркульцев приехали представители областного правительства, депутаты Госдумы, областного и местного собрания, общественные и религиозные деятели. Коренной народ представили председатель башкирского Курултая Марис Юсупов и член общественной палаты Наиль Шайдулин. С праздником здоровья, чистого неба, счастья! Башкирские общественники в знак признательности за поддержку башкирского языка и культуры вручили главе района медаль «Помним, чтим, гордимся». Награда учреждена Советом старейшин и потомком старшины 4-го башкирского казачьего полка Асылгузи Бакирова Рафаилом Бакировым. Отметили заслуги председателя национально-культурной автономии Чебаркульского района Дамира Шарапова. По его инициативе в районе активно продвигаются национальные проекты. У чебаркульцев есть коллективы «Дуслык», «Тамсылар». В Каратановской школе преподается башкирский язык, открыли зал по борьбе «Куреш». Юрта местного Курултая регулярно признается лучшей на областных и районах Сабантуя. Гран-при Бажовского фестиваля также завоеван чебаркульцами. В планах у активистов провести этноконкурс «Уральский батыр», башкирский диктант, детский Сабантуй на базе Чебаркульской танковой дивизии и представить башкирскую команду на танковом биатлоне. На гайбаке Чебаркульского района подготовили этническую композицию. Они выступили в национальных нарядах, спели народную песню. У нас соседи и казахи, и башкиры, и русские. Это нагрудник, муинсак называется, да? Когда девушка выходила замуж, на свадьбе с нее снимали головной убор, аккалпак или тугерек калпак. Становясь женщиной, ей одевали суреки. И еще плюс украшение, вот нагрудник, манисту одевали. Как отметил имам Мухтасиб районной мечети Фарид Кузияров, население Чебаркуля оправдывает его этимологию. Он такой же многонациональный, как пестрое, изобилующее островами одноименное озеро. Супербабушки. В Магнитогорском доме дружбы народов работает коллектив «Мира».
Участники собрались на репетицию песен военных лет. Они готовятся к городскому конкурсу, посвященному празднованию Великой Победы. Впрочем, часто организаторы мероприятий просят, чтобы коллектив Мирас встречал гостей. Они-то умеют проявлять башкирское гостеприимство наилучшим образом. Любовь к гостям, умение угощать проявляется и в башкирских танцах. Мужчины используют движения, свойственные охотникам, а женщины – умелые хозяйки. Руководит коллективом Рашида Муртазина. Она уроженка Башкортостана. В башкирском общественном движении с 90-х годов. Была председателем Башкирского городского центра. В данное время возглавляет 2 коллектива в Магнитогорском доме дружбы народов. Уже йөрәгем тулкынлана башлый. Күргем килә. Өйдә кайгыңа суңып, елап ултыргансы, ошында килеп, үзеңнең күңелеңдә үзең яватып, шунда бер яшәреп кайтып китәң дигән хамага инде. С песней легче идти по жизни, признаются участницы коллектива. Здесь забываются болезни, чувство одиночества и, самое главное, они приносят большую пользу своему родному башкирскому народу. Определились финалисты областного конкурса исполнителей башкирской эстрадной песни «Яны Яндос-2020». Фестиваль проходит на Южном Урале в 4-й раз. Пять начинающих артистов вышли в финал конкурса. Среди них есть уроженцы Аргаяшского, Кунашакского районов, Екатеринбурга и Курганской области. 1 марта новоиспеченные звезды покажут свои способности на сцене театра ЧТЗ. Жюри выберет 2 победителей, которым организаторы подарят песню под ключ и видеоклип. Еще одного победителя выберут зрители онлайн-голосованием. Пожалуй, в судьбе каждой семьи Великая Отечественная война оставила след. Наши близкие внесли свой вклад в победу. Воевали, трудились в тылу, стойко терпели и молились. Их имена достойны светлой памяти. Расскажите о них. Уралым запускает флешмоб в честь 75-летия Великой Победы. Мы покажем и расскажем о ваших членах семьи, земляках, знакомых, которые приближали победу. Нужно снять видеоролик хронометражом до 5 минут на телефон, либо на видеокамеру и выложить в социальных сетях с хэштегом «Победа Уралым». Ваши герои не обязательно должны быть ветеранами войны, обладателями множества наград, ведь каждый приближал победу по-своему. Победители станут героями наших СМИ и получат призы. 25 марта в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова состоится спектакль Башкирского академического театра драмы «Зулейха открывает глаза». Спектакль будет с переводом на русский язык. Наша передача подошла к концу. До новых встреч!